к мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Девятого ноября 2005 года ему исполнилось бы 57 лет. Это не возраст для мужчины, но не исполнится не судьба. Он мог бы создать очень много интересных произведений, оригинальных, неповторимых, в которых чистота мысли и линии, какая-то простая мудрость и оригинальность. Не создаст не судьба. Но все, что оставлено им, его творческое наследие, это все очень значимо, ценно и неповторимо. А звали этого удивительно талантливого художника и человека Юрий Герасименко. Я вспоминаю очень суровый, холодный февраль. Я возвращался с Дней белорусской культуры из города Мурманска, ехал поездом. И очень долго стоял почему-то поезд в городе Витебске. У меня было время, чтобы позвонить своему другу, художнику из Витебска, Виктору Шилко. И первое, что Виктор сказал: Юра Герасименко умер. Меня, конечно, эта новость потрясла. Это может случиться с каждым, и это когда-нибудь с каждым и произойдет. Но что вот так вот, буквально там я за неделю моего отсутствия это все случилось, было так неожиданно, что я даже не нашелся, что сказать. Юра был избирательным человеком. Для него важно было не количество друзей, не количество знакомых, а качественная сторона общения. И поэтому я могу, может, ошибаюсь, но могу только по пальцам назвать его друзей. Что сказать о нашей дружбе с Юрой, то она носила характер, я бы сказал, абсолютно не бытовой. Мы никогда, я не могу вспомнить, чтобы мы какие-то бытовые вопросы обсуждали. Даже если это касалось, скажем, выставки какой-то там, который мы там не раз организовали и здесь, и за рубежом, то всегда это в большей степени вопрос стоял о каких-то сложных вопросах там, экспозиции, формирования, подбора экспонатов. Много раз я бывал у него дома молодечно, не помню, хотя бы раз в семье что-то такое бытовое обсуждалось. Всегда только вопросы искусства. Юра с детства этим жил. Юра сам стал художником, по примеру его отца. И я думаю, что закономерно, что его два сына тоже стали художниками. С Юрой было общаться удивительно легко. Никогда он не напрягал человека своими проблемами. Никогда. Хотя теперь можно сказать, что он многие годы болел, у него рак лимфатических узлов был.
Но никогда я от него не слышал ни одной, ни малейшей жалобы по этой проблеме. Никогда. То есть это для меня образец человека, который мог себя так вести в жизни с друзьями, с родственниками, с близкими людьми, чтобы никому никаких ни малейших неудобств не доставлять. Это редкое человеческое качество, которое, я хотел бы в себе воспитать и развивать, вот, подобно Юрию. В 1982 году он принимал участие в республиканском конкурсе на лучшую иллюстрацию к книгам и получил гран-при и диплом имени Франциско Скорина. Это был первый успех. Потом он сделает очень много интересных иллюстраций к произведениям Витки, Зуенка, Купалы, Колоса, Быкова. Он сделает прекрасные портреты деятелей культуры и литературы Беларуси. И все, что он сделал, оно отмечено глубиной, размышлением, чувством, переживанием. Его работы выставлялись в России, в Германии, Польше, Эфиопии, в других странах. Все, что он делал, это было очень искренне, это было очень чисто и красиво. И надо отметить, что его творчество было наполнено каким-то особым содержанием, а иногда удивительно в нем звучала какая-то трагическая нота. Надо вспомнить, это очень важно, что все, что он знал, все, что он умел, он хотел передать другим. Он руководил Народной студией декоративно-прикладного и художественного творчества в Молодечно. Он руководил детской художественной студией и также работал преподавателем в музыкальном училище на отделении декоративно-прикладного искусства. Он хотел, чтобы все, что он умел, все, что он видел, чувствовал, красота и чистота линий и форм знали и понимали другие. И, может быть, он надеялся на это, что все вот это, этот прекрасный мир станет частью жизни других. И не только частью, а может быть и смыслом жизни многих других людей, как это случилось с ним. Я хотів би просто розказати про бацьку як про викладчика і як про філософа. Тому що кожен мастак, він філософ. Тому що коли він назирає і малює природу і людей, ён павінен ведаць тыя законы, па якім все гэта ствараецца. Ён імкнуўся даследаваць все гэтыя глобальныя пытанні, пранікнуць саму суть з'яў. І
як выкладчык ён мог сказаць самае галоўнае. У майстра шмат вучняў, і ён пасля сябе пакідае такі след не толькі ў мастацтве, але і ў сваіх вучнях. Мне запомнілася, як ён мяне вучыў маляваць. Мог сказаць, што вот паглядзі, тут, напрыклад, ты малюеш не аб'ект, а ты намалюй пустату вакол гэтага аб'екта. Каб это было вельмі, каб сама пустата была прыгожа, тому што пустата стварае сам аб'ект. Вот не аб'ект займае месца в прасторы, а прастора таксама яго стварае. Калі я прыходзіў да бацьку ў майстэрню, ён са мной не займаўся спецыяльна, там, мастацтвам, не вучыў мяне. Проста ён сидзеў, маляваў, рабіў сваю работу. А я таксама сядаў побач, дзе-нибудь на суседні стул, і таксама маляваў, займаўся. Мне было вельмі цікава ўсё гэта разглядаваць. І я проста памятаю, што я адчуваў сябе вельмі утульна ў гэтай абстаноўцы. Ён пастаянна жыў творчымі ідэямі. Усяго была гісторыя пра крыстал, пра то, што калісьці адна цывілізацыя сабрала все свае веды ў адзін крыстал і накіравала яго ў космас, а гэты крыстал прылецеў у зямлю, стукнуўся, разбіўся і рассыпаўся на дробныя кавалачкі. Так? І людзі, которые збіраюць там каштоўныя камяні, все гэтыя крысталы, яны імкнуцца сабраць все гэта разам. Імкнуцца знайсці всю гэту інфармацыю. Вся эта інфармацыя запісана ў гэтым крыстале. Вот такія гісторыі ён прыдумываў і любіў расказваць. Юрий Павлович Герасименко родился 9 ноября 1948 года в деревне Долгиново. Это Вилейский район Минской области. В 1963 году семья переезжает в Молодечно. Здесь он заканчивает школу, потом армия, а потом поступление в театрально-художественный институт, который он заканчивает в 1977 году. А с 1976 года он принимает активное участие в самых разных выставках, республиканских, всесоюзных, международных, всемирных, и почти всегда его работы отмечаются самыми разными наградами, дипломами и призами. Почему? Потому что его работа – это яркое явление. Но во многих его работах и раннего периода, и позднего периода чувствуется какой-то надлом, напряжение, драматизм, трагизм. Почему? Он что-то знал, он что-то предчувствовал, он что-то понимал, да. Взаимоотношения лично у меня с моим отцом скорее было не как с отцом, потому что есть разный образ отцов. Отец учитель, да, отец там, я не знаю, но у меня он больше как друг вообще выступал. Потому что даже в детстве, когда покупали нам с братом игрушки, он вообще
пока сам не наиграется, он нам их не давал сначала. Он играл вместе с нами сначала. Была в нем какая-то детская непосредственность и внутренний огонь. Вот, как это сказать, как педагог, может быть, он не всегда был совершенен, да? То есть в нем было много эмоциональных, таких ярко выраженных качеств. Ну, он был импульсивный очень. Вот. Но в нем был вот этот огонь, который он мог передавать другим. Именно не знания, просто какие-то пустые, холодные знания, не философия, я вот хочу подчеркнуть, а именно внутренний огонь. Вот этот огонь он зажигал в других. Он мог вдохновить человека к тому, чтобы человек начинал сам в себе искать что-то, сам пытаться выразить что-то свое. Он не навязывал никакие концепции, не навязывал никакую философию. Он предлагал огонь. Вот это что-то от сердца идущее, не от ума. Человек получает этот огонь, и он может развить его в себе, а может он погаснуть в нем. То есть это своего рода передающий возможность передать талант, не только талант генетический, это талант души. Он может передать талант своей души. Он может зажечь в другом его. Это не связано совсем с творчеством, не связано с искусством, это связано с желанием творить, с желанием создать что-то новое, желанием что-то перевернуть в себе в первую очередь. Когда его не стало, это ощущение просто, что у тебя как будто вырезали кусок души. Вот. В какой-то момент теряется смысл. Вообще, когда я очень много чего делал в детстве, творил, я творил для него. В 1977 году у него обнаружили онкологическое заболевание. Он прошел курс лечения, потом его оперировали, и врачи сказали, ну, вы проживете лет 20. Он не намного пережил срок, который определили врачи, и умер 15 февраля 1997 года. Или себя запрограммировал на этот срок, или поддался мистике, или организм был рассчитан на 20 лет жизнедеятельности. Кто знает, кто знает. Но я хотел бы рассказать еще об одном факте из его жизни, а об этом факте знают его родные и близкие. Дело в том, что в 1978 году он сделал автопортрет, и его жена Валентина Васильевна сказала: «Юра, зачем ты это сделал? Ты не похож на себя и таким никогда не будешь». Дело в том, что в год смерти он был похож на свой автопортрет, сделанный в 1978 году. Юрий Герасименко. Это для меня настолько такое звучное, такое близкое, такое нежное имя, потому что я себя, сколько помню, это всегда был рядом я с ним. Потому что мы родились в одной деревне, наши дома были рядом, стояли. Нас только объединял буквально забор и колодец. Вот. И буквально все вот впечатления детские у нас были, видно, совместные. Я помню первые наши походы в лес, на речку. Ну, то есть то, что вот маленьких детей окружал вот этот мир, мы прошли буквально с ним вот рука об руку. Ну, я был немножко младше его, он был старше.
И, конечно, я постигал вот при помощи вот этой дружеской руки, постигал наш окружающий мир. И, конечно, я Юру помню таким, очень таким эрудитом. Я всегда старался вот как-то копировать его, там, старался как-то эти мысли его как-то запоминать. Были близки еще наши родители, потому что они как-то увлекались одним и тем же. Отец мой был учитель, а у Юры отец был художник. И вот как-то все это было вместе, была такая красивая, хорошая была такая, ну, почвена для нас, для таких юных художников. Я работаю вот его совершенно воспринимаю по-другому, потому что я буквально вижу все то, что окружало нас. Допустим, вот его графика, там, где есть там колеса, там какие-то предметы труда, там, обихода, это все буквально вот, это на самом деле такое было, все, возле нас это было. У нас были выставки совместные. Мы сделали выставку в музее нашем национальном, а потом мы сделали выставку еще у нас в Долгинове. Вот что для меня просто было приятно, то, что мы буквально сразу вместе как-то решили, Минск хорошо, конечно, это столица, все, но тем не менее всегда хочется какую-то иметь отметку там или какое-то признание дома у себя, у простых людей, то есть кого мы знаем, там, этих всех дядечек и тетечек, каких мы там весь час наблюдали в своем житии. Осталось немного очень времени, 1,5 года, как Юра ушел из жизни, но мы с ним после выставки пошли домой вместе на нашу улицу, где мы родились, там, где мы выросли. И вот представьте себе, такая звездная ночь, такая холодная, морозная ночь, и все буквально в снегу. И мы идем, и вот наши места, вот, где мы вместе там, в футбол играли, там, где вместе бегали, и все. И мы просто, как маленькие дети с ним, взявшись за руки, мы просто легли в сугроб. И перед нами большое-большое небо такое, вот, и только горят там где-то такие маленькие звездочки, миготять. И Юра так лежит и говорит: Вовка, я меня зову, Вовка, знаешь что? А вот на нас, видать, глядят наши там вот родные некие там люди. Вообще он очень был мечтатель, да, и он очень шел немножко дальше в какой-то космос, вот ему нравились вот эти такие рассуждения. Говорит, а что будет там дальше, вот за этим небом? Что такое там вообще нас ожидает? Я думаю, что сейчас он уже знает, что его ждало. Мы-то пока не знаем еще. А он знает. Ноября 1999 года на его могиле, а он похоронен в родной деревне Долгиново, был установлен памятник. Автор памятника его младший сын Павел. Он скульптор по образованию, а помогал создавать этот памятник его старший брат Андрей. Он по образованию художник по металлу. Ангел, склоненный в молитве со сложенными руками. Ангел молится за него, за удивительного человека и удивительно талантливого художника Юрия Герасименко. Все равно, где бы мы не причалили,
островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам усталых ресниц.